Каким бы беззаботным ни казалось детство, каждый школьник знает, что с 1 сентября начинается жаркая пора учебы в школе. Вот и воспитанники Канашского социального приюта активно готовятся к новому учебному году. Дочитывают произведения, заданные внеклассной литературы, и получают новые школьные принадлежности. Их для них привез неравнодушный к сложностям детских судеб Вячеслав Владимирович Сормов. Новый наш друг, я думаю, будет в будущем. Это Сормов Вячеслав Владимирович, предприниматель города Канаш, который также хочет поздравить вас, вручить вам подарки с наступающим Днем Знаний, пожелать вам удачи в новом году, хороших успехов, так как мы все сотрудники, специалисты приюта, желаем вам только добра, только хороших достижений в жизни, тепла, благополучия и всех благ, чтобы вы к нам приходили, став взрослыми людьми, и говорили: спасибо, что мы все-таки вышли в большую жизнь, уже стоя хорошо на ногах. Пожалуйста. Сегодня около 40 индивидуальных подарков с тетрадками, альбомами и многим-многим другим ожидают своего владельца. А дети же, в свою очередь, в благодарность Вячеславу Владимировичу подготовили не менее трогательные подарки. Песни и танцы дети подготовили заранее. Складывается впечатление, что юные артисты репетировали дни напролет. Так со старшими успевают и молодые ребятишки. Вячеслав Сормов отмечает, что в этом чувствуется колоссальная работа воспитателей и педагогов приюта. Также в своей речи он поздравил всех с праздником. Сегодня мы отмечаем День государственного флага России. И в преддверии праздника нового учебного года я хотел бы вручить вам принадлежности для школы, чтобы учеба прошла на отлично, чтобы вы не подводили ни родителей, ни воспитателей, чтобы вы стали достойной нашей опорой страны. Я желаю вам успехов, много радости и смеха, и чтобы вы учились только на 5. Неподкупные детские улыбки, радость в глазах озарили весь зал. Слава Богу, мир не без добрых людей. И к нам идут люди с доброй душой и с широким сердцем. Помогают нам и в постройке веранды, предположим, и в строительных каких-то материалах, и канцелярскими товарами. Поэтому всем им мы очень благодарны. Благодарны как специалисты, так и наши воспитанники, потому что и досуг организуют для наших воспитанников. В общем, чем могут, тем помогают. А мы всему рады. Воспитанники у нас разного возраста, начиная от 3 и до 18 лет. Стоит отметить, что Вячеслав Владимирович сам воспитывает 2 маленьких детей и не понаслышке знает, сколько тепла и терпения, а главное участия требуется в воспитании детей. Поэтому и решил совершить визит в этот дом, где много детей, которые в силу жизненных обстоятельств ждут особого к себе отношения. Да и какой же детский праздник без чаепития. Вячеслав Сормов и об этом позаботился. Со сладкими угощениями и праздник проходит веселее. Вячеслав Владимирович признается, что давно намеревался посетить приют. И вот уже находясь здесь, в этом доме, решил пройтись по территориям. Здесь представлены поделки наших воспитанников. Вот хочу сказать, что ружье изготовлено Юмановым Андреем, нашим выпускником. Участвовала в этом году на конкурсе по патриотизму, организованном Следственным комитетом, где завоевала 1 место. Он у нас, да, он очень у нас любитель по дереву вырезать. У него все очень хорошо, замечательно получается. Сегодняшний гость соцприюта занимается индивидуальным предпринимательством. Осмотрев хозяйственным взглядом приют, он пришел к мнению, что для комфортного пребывания воспитанников стоит приложить усилия по ремонту помещения. Тем более, что фронт работы уже обозначен. Я призываю всех жителей Канаша последовать моему примеру, оказывать всяческую помощь и словом, и делом.
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами и рады были знакомству. Как отмечают психологи, дети доброе к себе отношение чувствуют на интуитивном уровне. И если каждый житель города хоть самым малым поможет нуждающимся, жизнь непременно заиграет новыми красками. Мы дружим малышами. На улице смотрим. У нас здесь воспитатели хорошие, добрые, трудолюбивые. Сегодня нам подарили школьные принадлежности, и они нам в школе понадобятся. Здесь мы тоже играем. Каждый день, когда мы на прогулку выходим, я, Никита и там еще остальные ребята играем. Там в калину-малину и так далее. Мне здесь очень нравится. Наши воспитатели за нами очень хорошо следят. Они за нас волнуются, переживают. Здесь я подружилась со многими девочками. Мы помогаем воспитателям смотреть за нашими малышами. В школе я учусь хорошо, на 5 и 4. Мой любимый предмет – это литература. На литературе мы узнаем новые произведения, которые мы еще, например, не прочитали. Мне нравится литература, потому что мы разговариваем с учителем и обсуждаем разные литературные жанры, произведения. Да, мне очень понравилось, что они нам подарили школьные принадлежности, они нам очень понравятся в школе. А какой предмет ты любишь больше? Мне больше всего нравится история. Уважаемые дети, я вам желаю, чтобы вы учились одни 5 и 4, уважали учителей и всегда слушались родителей. Рузаевский завод химического машиностроения. Предприятие, выпускающее более 70 моделей грузовых железнодорожных вагонов. Линейка выпускаемой продукции постоянно пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Коллектив завода наращивает мощности и находится в процессе постоянного поиска и освоения высокотехнологической продукции. Для решения поставленных целей Русхиммаш проводит набор профессионалов своего дела. Сварщики – зарплата от 50 тысяч рублей, клепальщики – от 30 тысяч, машинисты крана – от 25 тысяч рублей, слесари по металлу – 35 тысяч, токари – 40 тысяч рублей. При необходимости бесплатное обучение и помощь наставника. Иногородним предоставляется общежитие. Все справки по телефону 8 834 51 653 40. Рузаевский завод химического машиностроения.